Доброе утро, уважаемые коллеги. Пожалуйста, начнем. Доброе утро. За прошедшую неделю в городе Якутске произошло 15 пожаров, погибших, пострадавших нет, крупных пожаров не было. На сегодняшний день количество пожаров составляет 88, в прошлом году 106, гибель 4, в прошлом году 2, травмированных 3, в прошлом году 4. Работаем в штатном режиме. Доклад закончил. Доброе утро. За отчетный период инспекторским составом планово проверены 10 объектов, непланово 2. Рассмотрено жалоб, заявлений граждан 7. Продолжается проверка муниципального жилого фонда ООО УК «Юнион». За отчетный период всего проверено 52 многоквартирных жилых дома. Продолжается проверка, также продолжаются инструктажи по многоквартирным жилым домам. За отчетный период всего проинструктировано 175 граждан. Доклад закончен. Доброе утро, уважаемая часть совещания. За неделю в городе Якутске зарегистрировано 14 преступлений, раскрыто 10. Из них тяжкие, особо тяжкие 4, раскрыто 3. Из ранее совершенных преступлений раскрыто 33 преступления. 3 тяжкие вреда здоровью, 3 грабежа, 1 разбой, 14 краж, 4 мошенничества, 1 преступление по линии экономики и 7 прочих преступлений. Установлено лиц, совершивших преступления 39, из них ранее судимыми 18, женщинами 2. Объявлено в розыск преступников 3, из ранее объявленных установлен 1. Поступило сообщение об весть пропавших 7, в том числе несовершеннолетних 2. Установлено весть пропавших 5, 2 из которых были объявлены в течение недели, несовершеннолетних установлено 1. На сегодняшний день остается недаден 1 несовершеннолетний. Ранее также неоднократно уходил, состоит на учете в ПДН, находится на связи. Обнаружено трупов без видимых признаков насильственной смерти 2, суицидов 1 на 1. По безопасному городу выявлено 5 фактов совершения административных правонарушений, раскрыто 3 преступления. За неделю отделами и подразделениями всего составлено 1667 административных протоколов. Специальный приемник за неделю доставлено административно арестованных 46 человек. На 16 февраля содержится всего 35. С ВСНП помещено 2 несовершеннолетних. В изоляторе временного содержания за неделю доставлено 6 человек. Арестованы из них 4, освобожден 1. Также за неделю на территории города Якутска было проведено 2 массовых мероприятия. Одно спортивное и одно культурное, в которых приняло участие 2600 человек. На охрану общественного порядка было задействовано 12 сотрудников полиции, 10 сотрудников ОМОН. Также 6 работников ЧОП «Кристалл». Также на этой неделе мы закончили проведение операции «Участок». Доклад закончен. Николай Петрович, относительно драки между старшеклассниками, я так понимаю, что дело передано, значит, и расследуется сейчас, ведется следственным управлением. Да, у нас, в принципе, дело возбуждено по нему. Фигуранты есть, работаем по ним. Так, ну, я так в принципе, думаю, то, что там пишут, девятка, не девятка, или национальный вопрос, такого вопроса там нет. Нам между с вами школьниками, совместно да. с ПДН, комиссией по делам несовершеннолетних, управлением образования, необходимо будет разобрать причины произошедшего, и Алексей Климентьевич принять меры профилактические, выехать в школу, посмотреть, как там работа была поставлена. Но я так понимаю, что это ребята из разных школ, и на почве там инцидента, произошедшего во время футбольного матча, они там повздорили, поспорили. Ну, виновное лицо установлено. Я Причина понимаю, банальная, тем не там менее... конфликт во время, как сказали, игры в футбол, которая переросло в драку. Управление образования, внесите мне, значит, материалы своей служебной проверки. Ну, даже дело не в том, найти там виновное лицо, наказать, а именно профилактические меры, чтобы подобное не случалось в других школах. Хорошо? Так, и, значит, Николай Петрович, у меня просьба. Попросите, пожалуйста, своих коллег проанализировать ситуацию, как мы с вами сейчас обсуждали, по теплым остановкам. Сколько у вас поступило сигналов с теплых остановок, и давайте мы проанализируем. Там, где у нас установлены и работают видеокамеры, работают тревожные кнопки, сколько было вызовов, какие были реагирования, значит, и сколько жалоб поступило с теплых остановок, которые не оборудованы видеонаблюдением, чтобы нам с вами анализ какой-то сделать, насколько камеры они способствуют. Да? Потому что я понимаю, что
в соответствии с имеющимися нормативными документами. Ну, основной у вас, конечно, это кодекс об административных правонарушениях. У вас, значит, нет действительно возможности каким-то образом применять какие-то меры к людям, которые говорят о том, что они просто находятся в помещении теплой остановки и греются. В этом ничего противозаконного нет. Но другой разговор, что, конечно, своим внешним видом они могут, собственно, остальных граждан каким-то образом вызывать их неудовольствие. Но это уже, скажем так, второй вопрос. Поэтому просьба, значит, вот этот анализ представить, чтобы мы могли понять. Принято. Пожалуйста, Борис Абдулович. Доброе утро. Оперативная обстановка на объектах обслуживания транспортного комплекса Якутского гарнизона осталась стабильной и находилась под контролем службы управления. Значит, проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов транспорта, обеспечение общественного порядка и общественной безопасности. Значит, за прошедшую неделю, истекшую неделю зарегистрировано 12 преступлений. Все они раскрыты. Значит, выявлено административное правонарушение 128, за нарушение правил поведения на транспорте 6, за нарушение правил миграционного законодательства 4, с помощью видеокамер наружного наблюдения 15. Значит, также установлено один гражданин, находящийся в федеральном розыске. По докладу все. Доброе утро. За прошедшую неделю на территории города Якутска зарегистрировано 56 ДТП. Из них 4 ДТП с пострадавшими, в результате которых ранения получили 7 человек. В целях профилактики ДТП выявлены 1236 правонарушений, из них 18 в отношении трезвых водителей, а также 5 правонарушений с признаками преступления, предусмотренной статьей 264 прим. 1. На специальную стоянку доставлено 35 автомашин, за тонировку стекол привлечено 99 водителей. По выявленным недостаткам эксплуатационного состояния улично-дорожной сети выдано 9 предписаний, возбуждено одно административное дело в отношении юридического лица. По пассажирским перевозкам проведено 4 рейдовых мероприятия совместно с МУГАДом и Министерством транспорта по Республике Саха-Якутия, в ходе которых составлено 15 административных материалов, из них 6 в отношении должностных лиц, 1 в отношении юридического и 8 физических лиц. А также совместно с сотрудниками Минтранса проведена проверка самоходной техники в Ледовом городке на территории 202 микрорайона. Всего проверено 7 транспортных средств, нарушений не выявлено. Доклад окончен. Доброе утро. На прошедшей неделе госинспекторами Якутского комитета было проведено 40 проверок. По результату проверок наложено 37 штрафов на сумму 157 тысяч рублей. Выдано 4 предупреждения субъектам малого и среднего предпринимательства. Продолжается работа в округах города по обращениям граждан. Также проведено 2 рейда по соблюдению охотничьего надзора на территории городского округа города Якутска. Все. Доброе утро. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе Якутске за 6-ю неделю 2020 года. Показатель заболеваемости на 56,7% выше недельного эпидемического порога. По возрастным группам до 2 лет эпидемический порог превышен на 22,7%, от 3 до 6 лет недельный эпидемический порог превышен был на 57%, от 7 до 14 лет недельный эпидемический порог был превышен на 58%, от 15 лет и старше недельный эпидемический порог был выше на 39%. За 4 дня 7 недели в городе Якутске зарегистрировано 2821 случай заболевания. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 7,1%. И что ниже показатель 4 дней предыдущей недели на 23%. По возрастным группам до 2 лет недельный эпидемический порог ниже на 28%, от 3 до 6 лет недельный эпидемический порог выше на 0,4%, от 7 до 14 лет ниже эпидемический порог ниже на 34%, 15 лет и старше выше эпидемического порога на 17%. Согласно решению СПК города Якутска, все учебные процессы во всех 72 школах с 1 по 12 классы приостановлены.
Не посещают занятия 47 153 школьника в 72 школах городского округа города Якутск. В городе Якутске в течение 7-й недели решения о частичном приостановлении воспитательного процесса в дошкольных учреждениях принимались 25, с количеством групп 67 и с количеством детей 1867, что составляет 8,9% от всех дошкольников города Якутска. Управлением Роспотребнадзора за отчетную неделю рассмотрено 8 дел об административном правонарушении в отношении 3 должностных лиц, 4 индивидуальных предпринимателей, 1 юридического лица. Назначено 2 предупреждения, наложен административный штраф на общую сумму 81 тысяч рублей. На сегодняшний день в обсерватории находится 12 граждан Китайской Народной Республики до истечения инкубационного периода. Доклад окончен. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, департамент жилищно-коммунального хозяйства. Добрый день, уважаемые коллеги. На прошлой неделе приняли участие в совещании Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики по вопросу создания единой теплоснабжающей организации. Потом у совещания в правительстве по вопросам гарантированного перечня по захоронению. Также у нас сейчас на исполнении находится разработка проекта актуализации схемы теплоснабжения, разработка проекта схемы водоснабжения и водоотведения города Якутска и на исполнение распоряжений об утверждении схемы газоснабжения города Якутска на 2021 год. Также сейчас на исполнении у нас находится распоряжение об утверждении муниципальных программ комплексного развития систем коммунальных инфраструктур и об утверждении муниципальных программ обеспечения и функционирования развития жилищно-коммунального хозяйства. Так, и изданы приказы Департамента ЖКХ о назначении временной управляющей организации о перспектива. Назначена временная управляющая организация для многоквартирных домов Якутская 4, 4/1, 4А, 12, 14, Жарнирского 42, Кальвица 6/1, Германа Титова 2 и 7. В целом коротко так. Так, значит, вот в субботу мы рассмотрели, значит, наиболее важные текущие вопросы вашей отрасли, да, и одним из вопросов мы посмотрели, значит, в части работы управляющих компаний. В течение недели рейтинг текущий по состоянию на 1 января мы договорились, вы сделаете, так? Да. Дальше, значит, концепция, предложение, которое вы внесли, оно коллегами поддержано, поэтому надо, значит, все те расчеты, которые мы с вами должны сделать, необходимо сделать. Действительно, по благоустройству нам с вами необходимо определиться уже концептуально по кварталам, так? И мы с вами говорим о том, что благоустройство нам необходимо разделить на 2 этапа. Первый, собственно, значит, санитарное состояние и определенные решения для доступности, так? И уже вторым этапом непосредственно смотреть ландшафтное и так далее. Потому что когда мы сейчас пытаемся все сделать одновременно, у нас средств не хватает, организационно это довольно сложно сделать, поэтому по первому этапу надо просмотреть уже в 2020 году. Далее. Обращаю ваше внимание еще раз на то, что мы должны уже сейчас начать понимать, как мы будем проводить нынче подготовку к следующему отопительному сезону. В этом году мы отмечаем рост, значит, количества заявок на низкий теплоноситель. Одним из причин роста заявок на то, что в домах холодно, мы с вами считаем то, что была, значит, недостаточно хорошо проведена промывка систем отопления, так? Ну, кроме других внутренних причин, да? Промывка систем отопления, и вы знаете, что, значит, промывка систем отопления – это одно из тех мероприятий, за которыми следит Управление государственного жилищного надзора и, соответственно, является, значит, основанием для лишения управляющей компании лицензий. Так? Так. Вот.
Поэтому в этой части, значит, нам надо будет нынче, Роман Сергеевич, при подготовке распоряжения и графика проведения работ очень внимательно за этим посмотреть. Так, ну хорошо, ладно, спасибо. Департамент градостроительства. Всем доброе утро. На прошлой неделе департамент работал в плановом режиме. Мы организовали совещание с участием Министерства экологии и Ленского БВУ по вопросу берегоукрепления наших пригородов. Принято решение о необходимости проектирования общего проекта на все 3 пригорода с учетом переходящего муниципального контракта. Была организована встреча с Минтрансом. Сейчас соглашение о доведении лимитов иных межбюджетных трансфертов на текущий год находится на согласовании. На этой неделе попытаемся подписать и направить в их адрес. Кроме этого, у нас принято участие во всех выездных консультациях в наши пригороды по земельным и строительным вопросам. И завершена работа по рассмотрению всех предложений, которые были внесены по внесению изменений в наш регламент оказания муниципальных услуг и направлены в Департамент экономики. Коротко все. Ну, то, что вы с коллегами из Агентства земельных отношений, вот, Департамент градостроительства, значит, Управление архитектуры провели прием и консультацию граждан непосредственно, значит, в пригородах. Население воспринято очень хорошо, очень хорошо. Большое спасибо и вам, и коллегам, потому что, я так понимаю, вы там и до 10 вечера сидели, людей принимали, до последнего заявителя. Это очень хорошо, и я так понимаю, что осенью вы намерены эту работу еще раз повторить. Теперь самое главное, чтобы все те заявления и все те жалобы, которые вы собрали, были качественно отработаны. Это касается того, что, значит, вы выезжали хорошо, что комплексно, и земельщики, и архитекторы. Это очень важно, потому что бывает так, что, значит, ну, нередко, да, что все согласовали, вы против. Или наоборот, вы согласовали, и вдруг архитектура, значит, заявляет какие-то свои возражения. Решайте эти вопросы комплексно. И в целом, Максим Макарович, Евгений Николаевич, мы должны будем в начале марта посмотреть по нашим, значит, процедурам, которые мы проводим, где у нас есть заминка. Соответственно, мы начинаем выходить на изменение структуры, о которой мы говорили. В начале марта большое совещание готовьте. И в том числе, Евгений Николаевич, по фактам, значит, немотивированных отказов мы должны тоже с вами будем посмотреть. Так, значит, Корленко 25, когда судебная? Ой, не знаю, к сожалению, когда назначен. Правовой департамент занимается? Да. Там же в арбитраж перешло сейчас, поэтому дата еще не назначена. С Якутского городского суда перевели в арбитраж. В арбитраж перевели? Да, да, поэтому сейчас вот дата пока непонятна. Дата пока неизвестна, хорошо, потому что люди волнуются, вы понимаете, там практически 500 семей. Следите за этим вопросом, как только дата будет заседания известна, надо будет сразу сообщить. Хорошо, ладно, спасибо. Спасибо. Агентство земельных отношений. Доброе утро. Значит, обращение поступило 173, через портал 46. Исполнение кассового плана у нас 28% всего и 34,93% по аренде. Значит, ну, на этой неделе, как сказали, уже мы побывали в 4 пригородах. Больше 200 человек приняли. На этой неделе у нас Марха и Табага, и на следующей неделе у нас Тулагина. Остальное в рабочем порядке. Так, значит, по кадастровым кварталам, то, что вы вбиваете в систему Росреестра. Это правила землепользования и застройки, ПЗЗ и ЕГРН. Так, значит, у нас информацию мы обновляли, направляли, но там у нас 30% осталось внести. Но от коллег Управления архитектуры поступила служебная записка о том, что необходимо за 2019 год тоже внести в ЕГРН. Но на этот год у нас финансирования нету на эту работу. То есть в прошлом году была задумка такая, что мы за 2018 год вносим, а за 2019 уже будут вноситься заявителями. То есть они должны были подготовить картопланы и направлять их. Но эта работа в прошлом году не смогли организовать, и поэтому вот необходимо за 2019 также, потому что там сведения о зонах внесены по состоянию на начало 2019 года.
Ага. Ну правильно, что этот процесс же непрерывный. Да. Как только Якутская городская дума принимает решение, соответственно, это уже должно найти отражение. Максим Макарович, вы отдельно по этому вопросу, значит, с коллегами переговорите, и финансирование надо пересмотреть, потому что иначе все, что мы делали в течение 2019 года, оно пойдет на смарку, опять будут неактуальные данные. Так, и по инвентаризации, которую проводят, значит, проводите вы совместно с руководителями территориальных органов управления, отдельно мне информацию внесите. Хорошо. Да, вот то, что мы говорили с вами по первой линии по целевому использованию земельных участков. Так, хорошо, ладно, садитесь. Управление дорог. Доброе утро. Неделя прошла в штатном режиме. Управлением ведется работа по выдаче муниципальной услуги, согласование транзитных и иных маршрутов по городу Якутска. На прошлой неделе также приняли участие на совещании на видеоконференц-связи с Москвой, с Росавтодором, в части внесения изменений в систему оперативного управления «Эталон» и также приведения в соответствие региональных паспортов участников нацпроекта. Сроки обозначены. Вот в настоящее время управление занимается именно вот введением последних изменений в паспорт. Это все пока дистанционно делается, но, соответственно, в середине марта потребуется также командировка. В целом все. Так, значит, вот по маршрутной сети городских автобусов. Да. Когда готовы будете следующий вариант предложить? Ну, последнее, то, что мы показали, конечно, мы дорабатываем. Сейчас охватываем не только те автобусы, которые по проспекту ездят, но и в целом всю сеть, так или иначе, которая касается движения по Дзержинского и по улице проспект Ленина. Охват будет более широкий, чем мы предполагали. Это улица Чернышевского, Пояркова, поэтому нам потребуется так минимум 3 недели, ну, соответственно, чтобы мы, в том числе и с директорами маршрутов, чтобы все эти схемы обсудили и, соответственно, согласовали. Так, механизм следующий. Значит, вы разрабатываете их, потом обсуждаете с директорами маршрутов. Директорами маршрутов. Затем, когда вы будете готовы, вы вносите к нам. Значит, мы смотрим на уровне руководства города. Затем мы вносим в общественную палату. Общественную палату города, чтобы они внимательно тоже посмотрели. И после этого уходим на публичные слушания. Принято. Ладно? Так, хорошо, садитесь. Главстрой. Доброе утро. На прошлой неделе планово также главстрой проработал. Были выезды с участием первого заместителя министра строительства по объектам образования, строящихся в рамках выкупных объектов. Затем проведено совещание на уровне заместителя председателя правительства Ольги Валерьевны Балабкиной, где также отметили мы все проблемные вопросы, ну и текущие для решения проблем. Значит, на прошлой неделе также мы уже начали активно заниматься проработкой вариантов по берегоукрепительным работам и по водоотведению аэропорта, составлению технических заданий. Сегодня мы привлекаем специалистов, с которыми планово также занимаемся в ежедневном порядке. По объектам дорожной сети, на прошлую неделю изменений особых не было. Правда, по УФАСу у нас одна отмена получилась. Отмена какого объекта? Табага. Причина? Не указали некоторые там данные по опыту работы, по ремонтным работам. Так, ясно. Ладно. Следующие торги когда у вас аукцион? У нас, значит, на этой неделе, если получится, там у нас передвижка средств, тогда мы объявим все-таки повторно наши несостоявшиеся аукционы. Мы сделали перерасчет, поэтому там немного изменились суммы. На март, основные все у нас по мере выдачи проектной документации уходят на март-апрель. В марте 13 запланировано, в апреле 5. В апреле вы на заключение контракта должны уже выйти все. Тогда в мае месяце работы должны начаться теоретически. Да, к концу апреля мы Конец должны апреля должны уже встать. Хорошо, понятно. Ладно, спасибо, садитесь. Так. Управление сельского хозяйства. К микрофону, пожалуйста.
Доброе утро. Неделя прошла в штатном режиме. На прошлой неделе приняли участие в совещании Минсельхоза Республики по вопросу обеспечения субъектов Дальневосточного федерального округа овощной продукцией под председательством заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны Николаевны Лут. Подписали штатное расписание муниципальное казенное учреждение управления сельского хозяйства. Продолжается сдача годовых отчетов в Минсельхозе Республики. Идет подготовка к весенне-полевым работам. Это приобретение семян. А также в марте должны провести мероприятия по задержанию снега на полях. На этой неделе должны организовать выезд в МУП Горснаб с коллегами с Минсельхоза Республики Саха-Якутия. Ставим вопрос по строительству овощехранилища. Вкратце у меня все. Так, вот по лошадям в городе, что дальше намерены делать? По лошадям в городе сейчас пока разрабатываем проект, а в среду мы внесем предложение. Что содержится в проекте? Содержание строительства изгороди. За чей счет? С бюджета города. Почему? Ну, других источников нет всегда. Что? Других источников нету. Сейчас в данное время вносятся изменения в... Вы хотите весь город огородить изгороди, что ли? Нет. Ну а что? Ну, по отдельным округам, где есть проблемы, это автодорожный. Нет, ну мы же с вами понимаем, что безнадзорных лошадей нет. Безхозяйных лошадей нет. Так? Да. Мы теперь будем для них изгороди строить, что ли? Это же хозяйские животные, владельческие, правильно? Да. Так, дальше. Значит, мы просто должны понимать, как мы должны реагировать и как наказывать этих владельцев. То мы сейчас начнем в городе изгороди строить. Потом вы мне скажете, что надо для, значит, отловленных безнадзорных лошадей строить приюты, и все начнется по новой. Я не согласна с этим подходом. Я все-таки считаю, что это ответственность владельцев этих лошадей. Вот что-что, тут ситуация радикально отличается от ситуации с собаками. Нет безхозяйных лошадей. Они все кому-то принадлежат. Значит, надо отрабатывать с коневодами, к хозяйствам которых относятся эти лошади. Вот сейчас мы будем за счет муниципалитета строить изгороди, чтобы держать этих лошадей. Потом вы скажете, их надо кормить. Сено будем покупать для лошадей. Нет. Роман Сергеевич, пожалуйста, проект как совет посмотрите. Это самое простое решение. За счет бюджета строить изгороди, содержать этих лошадей. Пока их не заберут нерадивые хозяева. Не так. Ладно, садитесь, пожалуйста. Так, пожалуйста, Наталья Романовна. Доброе утро, коллеги. Ну, я чуть в дополнение заседания СПК по 23 Господи. У нас карантин продолжается. Следующее заседание СПК 21 февраля назначено на 4 часа. Так, провели комиссию по малым соцконтрактам. Комиссионно мы в этом году решили проводить комиссию еженедельно в связи с большим количеством поступающих заявлений. Так, провели выездное совещание со структурными подразделениями субъектов профилактики в МАРХУ в связи с руководителями образовательных организаций и социальными педагогами образовательных организаций. Так, дальше. Провели совещание по распределению юбилейных медалей по округам. Сегодня в 3 часа у нас мероприятие назначено. Это первое будет наше мероприятие, где будем вручать юбилейные медали. Так, по первым классам в АИКО дополнительно открыли 2 класса с количеством обучающихся 34, но по состоянию на пятницу более 30 детей не зачислены. Скорее всего, мы будем увеличивать еще наполняемость в классах, комплектах в 7. По 17-й школе 3 дополнительных первых класса планируется открыть дополнительно. По остальным совместно с управлением образования отрабатываем.
Так, дальше. 14 февраля проведено в режиме ВКС совещание Минпросвещения с Министерством образования нашей республики. И все же принято решение о приеме с 1 февраля первоклассников, старшие братья и сестры, которых обучаются в образовательных организациях, независимо от регистрации. Но управление образования в этой связи должно провести работу, чтобы только на свободные имеющиеся места принимались обучающиеся. Так, ну, у меня вкратце все. Здесь опять у нас будет проблема, если только на свободные места, это же нарушение опять. Имеющийся документ нам же... Ну да, имеющиеся документы нам говорят о том, что мы безотносительно к имеющимся местам должны братьев и сестер принимать. Ну, закон говорит одно, а наличие имеющихся мест нас заставляет немножко по-другому смотреть. С прокуратурой заранее, пожалуйста, эту ситуацию обговорите, потому что мы опять получим представление, но несмотря на то, что у нас как бы с местами-то в школы не резиновые. Мы же понимаем, какие школы опять больше всего будут, значит, заявлений поступать. Так, хорошо, ладно. Евгений Николаевич. Доброе утро, уважаемые коллеги. Значит, в дополнение сказанному коллегами хочу отметить следующую работу, проделанную на прошлой неделе. Значит, согласно вашему указанию, Светлана Владимировна, начали проработку по актуализации муниципальной программы по переселению в рамках 17-го квартала. Те 3 дома, которые мы планируем, значит, точно расселить под стартовую площадку так называемой нашей реновации 2-го, 4-го, 17-го квартала. На этой неделе предложение внесем под детальное рассмотрение. Так, по градостроительному блоку, значит, на прошлой неделе был проведен круглый стол с участием представителей правительства республики и депутатов Илтумена по повышению стоимости жилья в городе Якутске в связи с льготной ипотекой в Дальневосточном федеральном округе. Принято, значит, услышано мнение застройщиков, законодателей, ну и также мы позицию города обозначили по статистическим данным ввода жилья за прошлый год и планам на этот год. Исходя из этого, будем дальше смотреть ситуацию, принимать решения. По застройщикам, значит, проведена работа, встреча с Якутпромстроем по текущим их вопросам, решения приняты. Относительно линии главстроя по БКАДу, значит, у нас, как коллеги повторили, был селектор с Росавтодором. Мы в зоне риска не находимся, значит, планово все работы должны быть отторгованы 2020 года до 30 апреля 2020 года, соответственно, с 1 мая, надеюсь, в плановом режиме выходим на работы. Значит, по БКАДу хочется добавить, что на этой неделе у нас запланировано большое совещание по проспекту Ленина. Будем готовиться к ремонту проспекта Ленина. Уже приняты ряд решений, которые необходимы были, чтобы зайти в предпроектную стадию. Значит, на этой неделе в планово зайдем. По соцобъектам в целом находимся в графиках, что касаемо объектов Толстого и Вилюйского тракта. По объекту Кангаласы школа работа ведется. В еженедельном режиме ведем контроль работ. Так, пожалуйста, Евгений Николаевич, Максим Макарович, по штатной численности главстроя, а именно, значит, специалистов, которые будут обеспечивать реализацию программы безопасной качественной автомобильной дороги по количеству технадзоров и так далее, надо срочно рассмотреть. Мы с вами говорили о том, что мы должны разбить на 3 группы. Первая группа, значит, соответственно, занимается объектами, перешедшими к нам с прошлого года. Следующая, 2-я группа занимается объектами этого года, ведет объекты этого года. И 3-я группа должна заниматься уже объектами 2021-2022 года. Хорошо? Поэтому не медлите, это надо решить быстро. Да, есть. Предложение главстроя внесено, на уровне Максима Карыча решайте. Хорошо. Все, кратко, все, спасибо. Спасибо. Роман Сергеевич. Доброе утро. В дополнение к тому, что уже было сказано со стороны коллег, на прошлой неделе состоялось заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций на уровне Республики Саха-Якутия. Идет вопрос о подготовке к паводку 2020 года, ну и, соответственно, организация всех необходимых мероприятий, в том числе мониторинга. Все остальное в плановом рабочем.
Так, по паводку нам какие-то прогнозы сейчас дают или нет? Пока предварительное. Пока особо ничего такого нет. На февраль месяц какое количество снега нам обещают? В Направили данные? пределах 300%. Опять 300%. То есть январь 300%, февраль 300%, ну и март, наверное, тоже как бы нам добавит, да, традиционно. Ситуация на полигоне как, Снежном? Якут Дорсаль, поясните, пожалуйста. Ясно. Так, ладно, спасибо. Павел Николаевич. Доброе утро, коллеги. Все структурные подразделения окружной администрации и муниципальных казенных учреждений действуют в штатном режиме. Особых замечаний по их работе нет. На прошлой неделе мы завершили переход на введение трудовых книжек сотрудников окружной администрации и учреждений, в которых кадровое дело производства ведется через единый кадровый центр. На прошлой неделе мы провели пробный первый передачу данных из наших баз данных в пенсионную службу. Все прошло нормально, что подтверждает о том, что у нас все отработано в таком штатном режиме. Те учреждения, которые не обслуживаются единым кадровым центром, я их собирал, они отрабатывают индивидуально. Идет подготовка 23 февраля. Ну, все идет по плану. У меня больше информации нет. Так, перевод, значит, кадровой работы учреждений культуры в единую кадровую службу когда будет завершен? Ну, решение вами уже принято. У нас сейчас идет на этапе реализации. Сроки пока вы не видите, да? Пока нет, я на этой неделе планирую провести совещание, где будем рассматривать попунктно по мероприятиям, тогда будет понятно. Сроки проговорите мне сразу, ладно? Хорошо. Андрей Анатольевич, есть что? Ну, коротко, готовимся вот по документам, ищем документы по АЛСИБу, то есть то, чтобы подать реально, потому что без реальных документов о награждении какого-то предприятия в годы войны сложно будет получить эту. Ну, в принципе, вот то, что вы мне направили, мы смотрели, да, значит, по перегоночной авиадивизии награждение это может служить основанием? Да, вот есть сведения, что все-таки у нашего Сергея Черныха было это знамя в руках, и нам нужно теперь найти официальный документ либо в архиве города, либо в архиве гражданской авиации в Москве. То есть сейчас вот включили всех. Ну, вряд ли это в архиве города, конечно. Ну, да. Маловероятно. Это может быть архив Министерства обороны. Да, ну, вот я говорю, сейчас пытаемся найти. И второе, да, то, что говорим о общественной палате, разработка вот этих маршрутов. То есть, да, будем обязательно работать с населением, чтобы было меньше проблем у департамента и у вас, и чтобы действительно это было такое, ну, тоже работало население. И еще, наверное, будем готовить по социальным вопросам. То есть все-таки есть вопрос по комфортной среде для инвалидов, для вот то, что мы говорили на последнем народном бюджете о детях больных синдромом Дауна и ну, вот эти, да, ДЦПшников и так далее. То есть все-таки попробовать порекомендовать и найти помещение вот для этих ребятишек. Да, действительно, работа над изменением маршрутной сети автобусов очень серьезная работа, потому что некоторые маршруты уже двигаются по определенным направлениям десятилетиями, люди к ним привыкли, поэтому очень внимательно. И главы территориальных органов управления, значит, в стороне не оставаться. Вы все запросы своих людей знаете, поэтому с управлением дорог, значит, в постоянном режиме надо это отрабатывать. Значит, Валерий Афанасьевич, как только будут отдельные маршруты уже прорисовываться с главами территорий определенных, надо будет тоже это просмотреть. Ладно. Максим Акарович. Добрый день, коллеги. Значит, на прошлой неделе с Артемом Владимировичем по вашему поручению были организованы совещания в пригородах. Один из системных вопросов ставят сельхозтоваропроизводители, фермерские хозяйства. Дело в том, что они не могут получить земельные наделы. Это большая проблема, особенно в селе Маган. Поэтому одно из предложений, которое мы сейчас рассматриваем по итогам этих встреч, это
формирование фонда перераспределения земель сельхозназначения на территории городского округа Якутск. Предложение подготовим, вам внесем. Также по вашему поручению начали работу по оценке регулирующего воздействия. Одно из первых заседаний рабочей группы с участием депутатов ЛТМ, Горсобрания и общественности мы провели по разрешениям на строительство и связанных с этими различными административными регламентами. Основные проблемы, которые обозначила общественность, это повышение все-таки прозрачности. По срокам они не имеют претензий. Прозрачность принятия решений и ответственность конкретных чиновников в случае непринятия каких-либо решений, потому что инвесторы несут убытки. Конечно. Порой необоснованные. Да? Вот в связи с этим, конечно, придется очень внимательно посмотреть на регламент в части принятия решений комиссионных. Они говорят, что в основном это как черный ящик, непонятно, какое решение выйдет оттуда. Поэтому они просят... У меня сейчас на контроле обращение строительной компании «Стройкон», значит, по части затягивания выдачи разрешения. Пожалуйста, Евгений Николаевич, все бумаги поднимите, у нас там были договоренности определенные в части законного ускорения выдачи разрешения. По Стройкону? Да, по Стройкону. Динамик, вопрос же закрыт по Стройкону. Нет, не закрыт, он вчера ко мне обращался, жалуется. Пожалуйста, надо решить. Ну, кроме того, здесь также возник вопрос по сопровождению инвестпроектов на территории города Якутска. Все-таки создание такой благоприятной, дружелюбной среды для инвесторов. Дело в том, что, несмотря на то, что мы работаем в этом плане, определенные сопровождения они не чувствуют. Поэтому стоит еще раз вернуться к этому вопросу. По вашему поручению рассматривали отнесение территории за поселком Пригородный к административно-территориальным управлениям. Мы готовим предложение все-таки отнести это к автодорожному округу, потому что наиболее оптимальное решение не связано с изменением генерального плана нашего города. Поэтому предлагается автодорожному округу эту процедуру провести с внесением изменений в устав. Ну, правильно, потому что это же, кроме всего прочего, еще имеет значение в части для ресурсных организаций, в части образования тарифов и так далее, потому что сельские территории это все-таки там немножко другие. Принимал участие в совещании правительства рабочей группы по реализации проекта «Дальневосточная ипотека». Был отмечен рост цен на первичные рынки, к сожалению, на рынке жилья. Нам поручено все-таки внести предложение по расширению площадок строительства многоквартирных домов. Проинформировал о наших планах. Предлагает все-таки совместно с Министерством строительства более широко рассмотреть не только, допустим, планы муниципалитета, но и конкретных застройщиков, инвесторов в этом плане. Ну, вот с дальневосточной ипотекой связана еще одна проблема, с которой мы столкнулись, это то, что жители наших пригородов, сельских поселений, поселков, они оказались лишены возможности получения 2% ипотеки, как сельские жители, для строительства индивидуального жилья. Да, значит, с Асеем Сергеевичем мы это обсуждали, он ждет от нас письмо. Ну, потому что на уровне республики это не может приниматься, соответственно, мы должны вместе идти выше. Поэтому просьба тоже это рассмотреть. Да. На этой неделе мы продолжаем работу по рассмотрению заявок народного бюджета. По двум направлениям уже рассмотрели. И продолжаем работу с замами по формированию ключевых показателей эффективности персональных поручений. Когда будете рассматривать административные регламенты, просьба, обратите, коллеги, я об этом неоднократно говорила, о том, что значит, мы один раз выдаем мотивированный отказ с перечислением тех недостатков, которые есть представлены в документах. Люди, значит, тратят время, исправляют все эти нарушения, значит, вносят документы, после чего мы умудряемся выкатывать им второй мотивированный отказ с перечислением уже других нарушений. Вот это надо пресечь в корне. Как хотите, прописывайте, но мотивированный отказ, он должен быть один раз с внятными причинами, и после того, как человек устранил все эти нарушения, недостатки в представленных документах, никаких отказов уже дальше быть не должно. В случае, если работники будут допускать такое, то уже надо к исполнителям вплоть до увольнения. Да, именно это им было
Мы людей вот так вот можем годами таскать просто. Исполнители меняются, у каждого свое видение, каждый вносит что-то свое субъективное, и люди с отказами ходят, ну вот вы знаете, это напоминает вообще какой-то замкнутый круг. Это надо прекращать, безусловно. Еще одно направление, которое нам нужно заняться, это план по развитию конкуренции. Дело в том, что на уровне Российской Федерации и Республики соответствующие документы мероприятия разработаны. И нам нужно тоже разработать. Вот я с департамента предпринимательства на этой неделе этим вопросом будем заниматься. Одно из направлений, кстати, это по которому мы сейчас идем, это централизация закупок на уровне муниципалитета, я вам докладывал. И закупки через электронный магазин, малые закупки, так называемые, те, которые у нас не проходят конкурсные процедуры. Но сейчас вот мы начинаем внедрять эту процедуру электронного магазина в бюджетных учреждениях. Ну, мы с вами поставили в этом году перед собой амбициозную задачу, значит, повысить еще, значит, свои позиции в общероссийском рейтинге прозрачности и войти в десятку самых прозрачных городов в части закупок. Мы с вами довольно существенный прорыв сделали благодаря стараниям нашего управления закупок. Спасибо Светлане Декабриновне. Ну, надо подниматься выше, войти в десятку. Это задача 2020 года. Спасибо. Евдокия Ивановна, пожалуйста. Доброе утро. На прошлой неделе в городской думе прошло заседание, несколько заседаний президиума, где были рассмотрены отчеты всех постоянных комиссий, все отчеты были приняты. И кроме этого были утверждены планы уже всех постоянных комиссий на 2020 год. Также, значит, в связи с коронавирусом мы все заметили рост цен на овощи, на фрукты, особенно те, которые поставляются из Китая. Департаментом потребрынка проводится ежедневный мониторинг таких цен и наличия вообще овощей и фруктов на оптовых базах. У нас депутаты также, Светлана Владимировна, подключились к этому вопросу. Я думаю, что на этой неделе мы тоже несколько рейдов совместных сделаем. Я думаю, что чем больше населения будет об этом знать, информированность, она никогда не мешает. Тем более наметилась, скажем, уже в сторону выравнивания все-таки цен. Также 4 марта мы уже готовимся к очередной сессии Якутской городской думы. Все вопросы, значит, мы получили. Сформирована повестка. На повестке 11 вопросов. На этой неделе уже планируется проведение заседания 3 постоянных комиссий. Поэтому вот график работы комиссии считаем официальным приглашением на заседание комиссии всех заинтересованных лиц. Кратко все у меня. Хорошей рабочей недели. Спасибо. Уважаемые коллеги, значит, мы с вами находимся уже в преддверии и входим в трехмесячник санитарной очистки. Просьба, значит, все мероприятия проводить качественно, не для галочки, а именно так, как это должно быть. Обращаю внимание на, значит, то, что зима выдалась очень снежная, поэтому уборку снега с крыш надо уже начинать, не ждите. Значит, внимательно, особенно главы территориальных органов управления, на это надо обратить серьезное внимание, потому что, повторюсь, уровень снега нынче очень высокий. Вы слышали цифры, это 300%. Так, дальше. Мы в завершающей стадии подачи документов на инициативное бюджетирование по программе поддержки местных инициатив. Поэтому просьба, документы, которые не довнесли. Так, строительный округ, как у вас там? Допущено. Допущены? Да. Промышленный? Тоже допущены. Так, в Табаге что у нас произошло? Почему мы не подались? Здравствуйте, мы 2 заявки подали. Ой, извините, Допущено. Кангаласы. Здравствуйте. Готовили 2 заявки, сквер молодежи и арт-резиденции. По первому проекту молодежи отказались, по второму требуется независимая экспертиза здания. Что? Независимая экспертиза здания. Но это же говорит о качестве подготовки. Мы же с вами готовились, вы обучение проходили. Не конкретно вы, а и руководители ваши. Это говорит о том, что вы некачественно подготовили документы и не поняли суть, какие проекты должны быть представлены. Это ваше упущение.
Вы не скоординировали людей. Не скоординировали людей. В результате, значит, кангаласы на сегодняшний день не имеют никаких шансов получить деньги из вышестоящего бюджета. А это очень серьезный вопрос. Не доработали. Так, дальше. Значит, анализ состояния теплых остановок мы с вами провели. Они в разной степени, значит, готовности, поэтому надо будет, значит, ну это относится к вам, Максим Макарович, посмотреть по оснащению. Все-таки мы разговариваем с полицией, оснащение всех тревожными кнопками и видеокамерами, оно может ситуацию улучшить. Затем мы должны будем уже отработать в части подачи заявлений. Может быть, там надо сразу, значит, показать, значит, при обращении в полицию, какого рода должна быть оформлена жалоба. Так, по арендаторам, значит, решить, если мы обратили внимание, что есть нарушение по времени открытия и закрытия теплых остановок, если таковое наблюдается, надо расторгать договор аренды. Правильно или нет? Если там есть нецелевое использование этих остановок, также надо расторгать договоры. Я повторюсь, я вообще склонна к тому, чтобы эти остановки, значит, особенно в таких отдаленных микрорайонах наших, чтобы они вообще передавались на безвозмездной основе. Не надо требовать аренду. Главное, чтобы она содержалась нормально, эта остановка. Нам с этих остановок, знаете, выгода небольшая. А если зайдут нормальные предприниматели на содержание остановок, так пусть содержат, чистят их, убирают, моют. Мы от этого не обеднеем и не разбогатеем, к сожалению. Поэтому, если, особенно в пригородах, если есть необходимость, отдавайте безвозмездно или там, как я не знаю, будет, за 1 рубль отдавайте. Лишь бы люди содержали, остановки были. Самая главная задача теплых остановок – обогревать людей. Там должно быть чисто, там должно быть доступно, оно должно открываться как можно раньше. А то в мнимой выгоде мы пытаемся их как-то, и в результате собственные же планы и не исполняем. Сколько мы должны были открыть остановок в 2019 году? 9. Сколько открыли? 4. Почему? Потому что нет интереса со стороны предпринимателей. Так? В том числе. Нет интереса, потому что невыгодные условия предоставлены. По нестационарным торговым объектам, значит, департамент предпринимательства все-таки мне внесите окончательный перечень с указанием нецелевого использования. Расторгайте эти договоры. Расторгайте. И помните об обращении жителей 202 микрорайона, которые попросили освободить микрорайон от нестационарных торговых объектов в связи с тем, что имеется достаточное количество, значит, магазинов на территории. Было обращение жителей? Было. Поэтому по 202, значит, по остановке что вы решили? По парковке для поликлиники? Продвинулись? Да. Ну, на прошлой неделе то же самое было сказано, поэтому на этой неделе несите. Так, уважаемые коллеги, значит, обратите внимание, что продолжается работа постоянной комиссии Якутской городской думы. Значит, готовится всем тщательно. Вы знаете, что хорошая подготовка и хорошее взаимодействие на этапе проведения постоянных комиссий снимает все лишние вопросы непосредственно на сессии. Чтобы сессия проходила в деловом темпе, в режиме нормальном. Все готовьтесь на все вопросы отвечать наших коллег-депутатов. Спасибо большое. Удачной недели.